Вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. Мы працягваем наш эфір, і у нас в гасцях ужо новы чалавек, новы госць, выбачайце за таўталогію такую. Я нагадаю адразу, што наш эфір, відэаэфір можна глядзець у сацыяльных сетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте. І зараз нарэшце прадстаўлю наш госць. Гэта расійскі публіцыст, сатырык, журналіст і далей па спісе Виктор Шендерович. Добрый день, Виктор Анатольевич. Добрый день, Дмитрий. Я знаю, что ваша трудовая книжка лежит не у где-то там на предприятии или учреждении, а в шуфлядке вашего письменного стола. То есть, если бы вы жили в Беларуси, то вы бы попадали под категорию дармоедов. Такое есть. Да, вот я думаю, что вы слышали про этот наш декрет, номер 3 президента. Как вы считаете, вот как вы относитесь к этому декрету, и не думаете ли вы, что в России тоже можно было бы такое вот ноу-хау применить? Ну, нет ничего нового, и я думаю, что большинству ваших слушателей и читателей знакомо имя самого знаменитого русского советского тунеядца Иосифа Бродского, который был судим за тунеядство. Ну, в общем, можно пожелать любой стране таких тунеядцев. Это в 21 веке звучит, конечно, совершенно удивительно. Совершенно удивительно. Весь мир, та его лучшая часть, та часть, которая идет вперед, она давно забыла об этих трудовых книжках и об этих категориях, как тунеядец. Есть свободный человек, который, так сказать, зарабатывает себе своим трудом и талантом. А все остальное, мне кажется, когда человек хочет войти в отношения с государством, он входит в отношения с государством. Когда не хочет, не входит. Это в нормальных странах, это его личное дело. Ну а вот вы, скажем, вы тунеядец, живете в Беларуси, к вам приходит, как называется у нас, письмо счастья, заплати налог. Вот вы бы как поступили? Вы знаете что, я не хотел бы последнее дело пытаться прогнозировать свое поведение. И тем более, что я-то не живу в Беларуси, и мне не грозит этот приход письма счастья, и стало быть, какое я имею право рассуждать про это. Что делать в этой ситуации, я советовать не имею права, потому что это каждый человек решает для себя. Живет ли он по правилам того государства, даже если эти законы не имеют отношения к правам человека, то живет ли он по этим законам, соблюдает ли он их, или он пытается каким-то образом настаивать на более разумных правилах. Это уже гражданская активность, политическая активность. Не могу тут ничего советовать, хотя бы потому, что я ничем не рискую, а те, кому я посоветую, будут рисковать. И все-таки вот говорят, что Путин берет много из того, что делает белорусская власть, Лукашенко в Беларуси. Как бы вроде как опробовывают какие-то новые подходы, новые схемы здесь в Беларуси, чтобы потом взять и применить в России. Насколько и какие что применили? Я думаю, что ваше, извините за шутку, авторитарное честолюбие должно быть немножко уязвлено. Ничего нового господин Лукашенко или товарищ Лукашенко не делает. Авторитарные методы, авторитарные технологии опробованы много раз. Все то же самое делал Уго Чавес и делает Мадуро в Венесуэле. Все то же самое делают в более жестком варианте в Средней Азии, Северной Корее. Список авторитарных стран, список стран, управляемых лидерами, которых давно никто не переизбирал и не может уже переизбрать, пожизненными лидерами. Это довольно большой список, к сожалению, на Земле. И технология более-менее общая. Поэтому Путину ничего не надо придумывать. Это не говоря о том, что, извините, белорусский лидер, он, собственно говоря, из политруков, из советских, так же, как из советских гэбистов, российский лидер. Поэтому у них общий знаменатель. Как управлять, да, как разделять и властвовать, как натравливать большинство на меньшинство, как искать внешнего и внутреннего врага. Все эти вещи опробованы в Советском Союзе многократно, и ничего нового ни Лукашенко, ни Путину просто не надо придумывать.
Я вспомню вашу связь порочную или порочащую с Белоруссией. Чаусы, оттуда идут ваши корни Шендеровичей. Вы давно не были в Беларуси, 16 лет, если я не Да, ошибаюсь. 16 лет назад я снимал фильм в 2002 году, который назывался «Здесь был СССР». Это... И остался. Да, ну, в общем, где-то и остался. Но за это время, да, некоторые бывшие советские республики, ну, в общем, они в разные стороны пошли. И не везде он остался, но мы снимали, задумывался 15-серийный фильм на телекомпании ТВ-6 к десятилетию. Значит, можно даже вспомнить, что это был, соответственно, 2001 год, к десятилетию распада Советского Союза. И мы хотели снять 15 фильмов, в итоге вышел только один, как раз про Беларусь, он был первым, потому что в Беларуси состоялся распад Советского Союза. И мы снимали, в том числе в Вискулях снимали, в том числе... Вас еще туда пустили? Да, договорилась, да, телекомпания о том, что я там снимал в том месте, где, собственно, был подписаны Беловежские соглашения. Конечно, Беловежская пуща, конечно, Белаз, конечно, Шагал, да, и Витебск, да, то, чем известно Беларуси, так сказать, вот. И мы снимали, и это вот было, значит, соответственно, 2001-2002 год. С тех пор я не был. А что касается моих белорусских корней... Да, вот ну, конечно, хотел узнать более подробно, кто все-таки... Все, и бабушки, и дедушки, все отсюда. Из разных мест. Как раз фамилия-то пошла не из Чаусов, потому что в Чаусах родился мой дед Евсей Самуилович Дозорцев, мой дедушка по маме, погибший в 1941 году под Ленинградом. Он из Чаусов, он дружил с Маневичем, Львом Маневичем, героем Советского Союза, разведчиком легендарным. В детстве они дружили, вот из тех же Чаусов. Но и остальные тоже бабушки, дедушки, это Бобруйск, это Могилев, Мозырь. Да. А вы, кстати, там вот бывали в этих местах? Бывал, я вот как раз в один из последних приездов в Белоруссию до этого. Меня провезли, мои приятели провезли меня по этим вот местечкам. Большей части их, конечно, уже ничего не осталось там. Городище, село, откуда вот мой дед по отцовской линии, местечко еврейское. Там уже до Гитлера был решен еврейский вопрос. В 1929 году уже на месте еврейского кладбища было артиллерийское стрельбище. Там уже все было. И никаких примет там еврейских местечек там уже нет. Там была такая глухая деревня. И это тоже и горько, и поучительно о том, как идет время. Но все мои 4 дедушек, бабушек все отсюда. Поэтому я называю Белоруссию своей исторической родиной, конечно, потому что Израиль слишком далеко и по времени, и по расстоянию, а Белоруссия вот она. И дорого туда лететь, да. Вот кто из россиян, гостей вот в Беларуси, в Минске бывает, те же самые украинцы, все не преминают отметить, вот у вас чистота, вот у вас дороги хорошие. Но чистота и хорошие дороги, является ли это приметой успешности избранного курса? Вы понимаете, чистота и хорошие дороги – это хорошо. Дальше вопрос, являются ли обязательно для того, чтобы были хорошие дороги и чистота, обязательно для этого авторитарная власть? Ну, в общем, Европа современная показывает, что вовсе не обязательно, что могут быть и хорошие дороги, и, значит, чисто и красиво, а при этом власть можно переизбирать и жить лучше, и работать эффективнее и так далее. Авторитарная власть прежде всего неэффективна, разумеется. Красивый, чистый Минск, по которому я с наслаждением прошел сегодня утром. Это замечательно, но витрины во всех авторитарных странах, витрины в полном порядке. Да, я думаю, что если вы пройдете по центру Пхеньяна, то там тоже будет чисто и красиво. Кроме этого, есть еще какие-то важные вещи, важные маркеры жизни людей. Все-таки свобода, как сказано было одним нашим примером, лучше, чем не свобода. Практика показывает, что на свободе может быть и чистые, и красивые, и дороги хорошие. Авторитарные же режимы долго стоят иногда вполне десятилетиями успешно, но потом в одночасье рушатся. Авторитарный режим, как ни странно, самый нестабильный режимы. Ну, не знаю, сколько лет уже Лукашенко? Мало, всего лишь 23 года. Половина жизни у некоторых. Это да.
Здесь надо понимать, ну, юмор, конечно, черный. Мой юмор черный, когда я говорю про то, что 23 года немного. И вот Путин в России сидит 17 лет, уже вырастает второе поколение, которое не знает ничего, кроме Путина. И это очень драматично. Но они хоть Медведева знают. Нет, это то же самое. Это Медведев, это галлюцинация, это разновидность Путина. Не будем отвлекаться на галлюцинации. В этом смысле Лукашенко гораздо более последователен. У него авторитаризм открытый. В нашем случае Путин прячется за либеральную лексику, прячется за вот эти формальности. Да. Даже вот история моего приезда, она очень характерна. По-своему честно. В прошлые годы меня не пускали, вот просто не пускали. Да? Вот не давали прокатного удостоверения, и я не мог приехать с концертом. В этом году выдали прокатное удостоверение в администрации президента. То есть это авторитаризм, честный авторитаризм, такой откровенный. Российский лукавый авторитаризм. У нас есть вполне прогрессивная конституция, у нас вполне прогрессивные законы, только это не имеет никакого отношения к реальности. И в России я не могу выступить, хотя нету цензуры по Конституции и нету никакой в администрации прокатных удостоверений, просто не сдают в аренду залы, просто не дают расклеивать рекламу, просто прорывают трубы, гаснет свет, да, и все понимают, что не надо. А в Беларуси некоторый такой откровенный авторитаризм. Ну, я бы не согласился тут с вами, и не согласились бы многие музыканты наши из так называемого черного списка, которым то откровенно запрещали проводить концерты, то вроде бы сказали, списка нету, можете проводить, вот уже клуб дает рекламу, а потом вдруг оказывается, что в клубе прорвало трубу. Ну, значит, у меня вот вы мне дали новую информацию. Я думал, что здесь это уже путинский метод. Это вот прорыв трубы, погасший свет. Но возвращаясь к срокам. К сожалению, сроки истории, сроки человеческой жизни очень разные. Для человека это трагедия. Это 2-3 поколения могут ухнуть в этот авторитарный цемент. Да? И жизни нескольких поколений могут уйти на этот авторитарный цемент. С точки зрения истории, это, конечно, в пределах погрешности все. В экваториальной Гвинее какой-то перец сидит с 79-го года. Да? Там десятилетием больше, десятилетием меньше значения не имеет. Но эти страны, где не меняются лидеры, это страны третьего мира. И вот с этим надо смириться. Да? Ты можешь жить относительно спокойно, относительно стабильно, но ты переходишь в разряд стран третьего мира, потому что там, где есть авторитаризм, там нет развития. И мир уходит вперед, как он ушел на наших глазах вот вперед от Беларуси, а потом от России. Просто ушли вперед. А сегодня побеждает не тот, кто захватит, как в XIX веке, какие-то еще территории. Побеждает не тот, кто дольше всех сидит у власти. Побеждает та страна, которая лучше всего развивается, которая быстрее всего реагирует на вызовы времени. Поэтому сегодня Америка впереди всего мира, потому что у нее есть Силиконовая долина, не потому что у нее есть Пентагон. Америка не прибавила ни квадратного метра территории за век, да? Но у них есть Силиконовая долина, да, и капитализация Apple, понимаете, выше капитализации Газпрома всего и российского бюджета. Побеждают те, кто привлекает все мозги. А мозги работают на свободе. Мозги не развиваются в казарме. Значит, можно радоваться стабильности, но понимать, что платят за это следующие поколения, которые рождаются уже в третьем мире, в странах третьего мира. Что мы отстаем просто от жизни. Отстаем довольно драматично. Победа в США Дональда Трампа стала поводом для того, чтобы говорить о том, что появился новый тренд в политике. Выборы выиграют популисты. Популисты. И как вы считаете, можно ли вот сейчас на популизме, вот пришли конкретные такие очевидные популисты выиграть выборы у Путина, у Лукашенко, и вообще можно ли у них выиграть путем выборов? Выиграть, конечно, можно. Никто просто ни один авторитарный лидер никогда не допустит честных выборов. Потому что выборы должны быть, как вы помните по формулировке, честные, равные и справедливые. Вот этих трех условий, ни одного из этих трех условий ни один авторитарный лидер, разумеется, не допустит.
Разумеется, можно выиграть, в том числе и с помощью популизма. Популисты вообще на короткой дистанции выигрывают. Популисты очень опасны на длинной дистанции. На короткой популист всегда выиграет у человека более взвешенного, у человека, отвечающего за свои слова, потому что популист обещает и не отвечает за выполнение своих обещаний. Потому что популист общается с публикой, которая не привыкла анализировать, потому что популист предлагает простые решения, которые кажутся спасительными, потому что популист, поэтому всегда популизм на короткой дистанции выигрывает. И, конечно, Гитлер выигрывает выборы. И, конечно, выигрывают выборы все наследники Гитлера, которые немедленно пообещают великую страну и избавление от всех бед. Гитлер никогда не выиграет вторые выборы. И он не выиграл их. Уже в 1934 году отчаянная переписка нацистских вождей, что они проиграют выборы. Они много пообещали, они не способны это выполнить. Тогда нужно поджигать Рейхстаг, тогда нужно узурпировать власть. И все поджигают Рейхстаг. Все. Да? Авторитарные лидеры, внешняя угроза, внутренний враг, да? И выборы, на которых они победили, оказываются вдруг последними. Потому что Лукашенко победил Шушкевича, как я помню, на честных выборах. И это были последние выборы. В этом проблема популизма. Да? Он легко выигрывает на коротких дистанциях. А потом может не позволить следующим выборам состояться, как Чавес, как Лукашенко, как Путин. Просто не допустят уже равных выборов. А что касается Трампа или Ле Пен, которая могла прийти, да, то, во-первых, Европу все-таки миновала крайняя опасность и в Голландии, и во Франции. Популисты не пришли к власти, не придут и в Германии, где укрепляет свои позиции Меркель. Но тут важнее, мне кажется, нам с вами, мне, российскому гражданину, и вам, белорусскому, важнее тут наблюдение другого порядка. Трамп, как бы не был драматичен, приход Трампа для Америки, он не погубит Америку по той простой причине, что ни Трамп, ни кто другой не сможет поломать механизмы. Не отменится ни свободная пресса, хотя он называет ее врагом, ни Конгресс, ни честные выборы, ни свобода граждан. Да, они не крепостные. Они могут, маятник может уйти как угодно далеко, но он вернется. Будут следующие выборы, если еще Трамп до них досидит. Будут обязательно... Трамп на время. Известен срок, предельный срок власти Трампа. Предельный срок власти Лукашенко, Мадуро, Ким Чен Ына, Путина, да, кто там у них в Узбекистане сейчас после Каримова, неизвестен. Это срок пожизненный, пока не помрет. Если верить Илларионову, то до смерти. До смерти, конечно. Они не уйдут от власти. И это ловушка авторитаризма. Это ловушка авторитаризма, потому что абсолютная власть хороша всем, но это, знаете, есть такая мина-ловушка в военном деле. Это мина, на которую ты заходишь, она не взрывается. Она взрывается, когда ты пробуешь сойти с нее. Да, ты попал в плен. Так вот, абсолютная власть – это мина-ловушка. Захватить власть – пара пустяков, техническая работа. Да? захватить власть, купить, убить, да, посадить – это такая организационная работа. Но что с этим делать потом? Что с этим делать потом? Ты не можешь выйти наружу. Ты не можешь, как Обама, уйти, каков бы он ни был, лучше или хуже к нему относиться. Но он ушел от власти и читает лекции по 400 тысяч за лекцию. Это его право. Как минимум, он на свободе и может свободно уйти от власти. И они все свободно уходят от власти. А Путин, в скобках Мадуро, в скобках Лукашенко, в скобках Ким Чен Ын, не могут уйти от власти, потому что прекрасно понимают, что они просто на свободе не останутся. Что слишком много они наворотили, наворовали и наубивали уже, да, чтобы уйти от власти. И это ловушка и самого авторитарного лидера, и страны. Потому что я совершенно не исключаю, что элита России уже хотела бы спокойненько уйти. Они много наворовали, они все в списке Forbes. Они бы хотели вернуть какой-то такой 12-й год, да, условный, уйти и переваривать спокойно где-нибудь, значит, миллиарды свои в Майами, на Сардинии, в Лондоне, да, переваривать свои миллиарды, они обеспечили жизнь своих детей и внуков, но не получится. Потому что как-то он уйдет от власти, с рычагов власти начнут снимать отпечатки пальцев немедленно. Что у Путина, что у Лукашенко. Поэтому они, к сожалению, пожизненно. И страны, которые позволили им укорениться в абсолютной власти, становятся заложниками
этой абсолютной власти. А улицы чистые при этом, все прекрасно. Про оппозицию немножко. Вот все-таки почему, в чем кроется успех, ну, я не знаю, маргинальности, вернее, не успеха, причина маргинальности оппозиции, ее не успеха. Может быть, вот, как говорится, нет настоящих буйных. И я совмещу тут сразу много вопросов через социальные сети к вам идет. Скажем, вот Андрей Кабанов спрашивает: в Москве те же ошибки, что и у нас, хождение по площадям. Каково отношение к забастовкам, к выходам на площади? Ну, не скажу, что совсем повторение. Отношение нормальное. Забастовка, выход на улицы — это законный, легитимный во всем мире, во всем свободном мире, легитимный способ выражение своих чувств. К нему в свободных странах прилагаются еще, правда, свобода СМИ, честные выборы, смена власти, независимый суд. Но сам по себе выход на улицу абсолютно легитимен, а в американской конституции даже записано право на вооруженное восстание в случае попытки узурпации. Напомню, что это в Конституции есть. И именно поскольку это есть в Конституции, американскому народу ни разу не пришлось прибегать к такому. Именно потому, что любой администратор знает, что вышедший, если он попытается узурпировать власть, вот Трамп попытается отменить выборы, то те люди, которые выйдут с оружием в этом случае, выйдут по закону. Понимаете? По закону. Именно поэтому этого никогда не будет. Таких дураков нет. Да? Значит, поэтому я положительно отношусь к выходу как минимум без оружия на улицы. Это способ давления. Плохо только то, что количество, в отличие от Польши и Чехии, да, количество людей, которые выходят, не исчисляется миллионами. Потому что когда опасность узурпации, когда было военное положение в Польше, вышел миллион и стоял, и не уходил. И власть вынуждена была садиться за круглый стол, потому что власть оказалась в роли оккупанта в собственной стране. Проблемы были у власти. Никто не приходил на телевидение, на государственное. Это было позором. Пустили кафе, если туда заходил человек, сотрудничающий с властью. Да? Люди почувствовали себя в своей стране оккупантами и вынуждены были идти на переговоры. Это я говорю про польский опыт. Только поэтому. Если бы в Польше не стоял миллион на улице, или в Праге не вышел бы миллион, а вышло бы там 2000, на 2000 есть ОМОН. И даже на 20 тысяч есть ОМОН. Но вот на 200 тысяч ОМОНа уже нет. Это проверено. Это проверено в том числе мною в 90-м году, когда вдруг мы вышли за свободу стран Балтии. Да, в 90-м году, в 91-м мы выходили по 400 тысяч на Манежную площадь, по 500 тысяч, по 500 000. Должен вам сказать, что по-другому сразу начинают себя вести ОМОНовцы. Никому не хочется быть крайним. Никому не хочется потом отвечать и никому не хочется прикрывать преступления власти. Власть очень сильна, простите, пока она сильна. Да? Как только, да, ведь эти все люди, весь этот ОМОН, да, это особенно это касается такой небольшой относительно страны, как Белоруссия. Потому что в случае с Россией в Москву вводят Кавказский ОМОН, или Сибирский ОМОН, или Башкирский ОМОН. То есть людей, у которых здесь нет никаких корней. Москвич не будет, да, москвич, который здесь живет, он же потом снимет каску, он потом приедет домой, да, а у него жена, дети, да, и мир не без добрых людей. Да, он просто не будет из соображений безопасности меня бить по голове. А башкирский или кавказский будет стрелять легко на поражение. Это то, почему в Прагу вводили, как вы знаете, узбекские части, да, или среднеазиатские. Чтобы не было ничего не дрогнуло, да, чтобы это была именно оккупационная история. В Белоруссии пока счет идет на десятки тысяч, еще есть, если бы счет шел на другие числительные, конечно, и реакция была бы совершенно другая. Вот сразу вдогонку вопрос от Сергея Халиманцевича. Виктор, а кто бы в Беларуси мог бы сменить Лукашенко из нынешней оппозиции? Для этого, по крайней мере, Виктору Анатольевичу нужно было бы знать оппозицию. Я кого-то даже знаю лично. Значит, неправильная постановка вопроса. Я это же слышу в России. Если не Путин, то кто? Ведь никого же нет. Правила игры, это я говорю азбучные истины.
И я и в Москве говорю, и здесь, в Минске, я продолжаю говорить азбучные истины. Правила игры важнее результатов игры. Нужны выборы. Честные, равные, справедливые выборы. Вот кто их выиграет, тот и будет президентом на определенный срок. Потом его переизберут, потом переизберут следующего. В демократии заложен механизм совершенствования. В демократии ошибки не смертельны. Мы выбрали менеджером вас, да, посмотрели, как вы работаете, да, вы плохо работаете. Есть другой, который должен учитывать ваши ошибки, потому что давит общество, да, требует чего-то, и уровня благосостояния, и своих прав социальных, и так далее, и уровня жизни, и так далее. Значит, есть возможность развития. Поэтому бессмысленный вопрос, кто следующий. Да кто угодно. Тот, кто выиграет. Откуда я знаю? Тот, кто выиграет. Честные, равные, справедливые выборы. Без ОМОНа, без специального подсчета, без фальсификации голосов, с равным доступом в СМИ. Кто убедит большинство по честным правилам, которые признаны всеми сторонами. Кто победит, тот и победит. Как только он победит, да, на него нужно продолжать давить. Да? Если оказывается, что он плохой администратор, если он разочаровывает, значит, в следующий раз его не изберут. Вот и все. Так работает и живет весь мир. И там бывают удачные президенты, неудачные президенты. Да? Но так весь мир. Вот сегодня у Трампа абсолютный минимум рейтинга. Ну, замечательно, так положено. У главы государства должен быть маленький рейтинг, потому что он, в отличие от оппозиционера, совершает ошибки. Оппозиционеру дан шанс, карт-бланш. Мы тебе верим, поэтому мы тебе даем возможность подтвердить твою квалификацию. Ты плохо подтверждаешь квалификацию? Извини, подвинь. До свидания. До свидания. Даем. Вот так развивается. Это колесо, которое постоянно меняет точку опоры, и поэтому едет. А пирамида не меняет точку опоры. Она стоит, а потом рушится однажды. Просто ветшает все. А уже починить пирамиду нельзя. Понимаете? Велосипед, там точка опоры меняется. Да? Вот поэтому сам по себе вопрос, что в России, что в Беларуси. А кто, если не он? Какая разница, отвечу я. Какая разница? Выберите себе на короткий срок, да? Но главное, чтобы работал механизм. Чтобы это был не следующий царь горы, который всех замочит, да? Чтобы это мы не сменили одного Туркменбаши на другого Туркменбаши, да? А чтобы это была, значит, перевыборная система. Тогда через какое-то время вы выберете того, который будет вас устраивать лучше, больше. Сейчас вопрос также от наших зрителей, и немножко уйдем от политической темы. Читаю. Навальный активно начал использовать YouTube как площадку для общения с россиянами. Известный журналист Юрий Дудь запустил на YouTube свое шоу, ставшее за короткое время весьма успешным. Не планирует ли Виктор Шендерович стать видеоблогером или, как вариант, запустить новые серии кукол специально для YouTube? Михаил Ильин. Михаил, нет, про куклы точно нет, потому что это все-таки нельзя два раза входить в одну реку. И для куклы очень технологически сложная история, и я не был там ни продюсером, ни режиссером, я был автором сценария. Это очень технологически сложно. А главное, что мне не 30 с небольшим, а под 60. И, в общем, эта вещь требует какой-то такой бодрости и всей жизни. Всей жизни это съедало меня всего целиком. Вот, я не планирую этим заниматься. Что касается канала YouTube, это было бы возможно, но я пока что... Это тоже ответственность большая. Я должен каждый день, беру обязательства на себя, каждый день общаться, да, какой-то новый контент. Я писатель прежде всего. Так получилось, что я стал публицистом и даже на какое-то время телеведущим и радиоведущим. Но я писатель, и я хочу писать книги, да, пьесы, повести. Мне это интересно. Поэтому время от времени появляться так или иначе на видео, пожалуйста, вот я перед вами. Но посвятить этому остаток жизни я не готов.
Вы писатель и публицист, но и у меня записаны, и вот наши зрители требуют от вас политических каких-то оценок, поэтому вопросов много, но я все-таки задам еще немножко свое. Как вы считаете, вот может быть из общения с белорусами, стали ли белорусы больше бояться России после событий в Украине? И такая обратная сторона, стали ли к нам россияне относиться как-то по-иному после этих событий? Может, смотрят, знаете, как кот на мышь, как на новую цель очередную? Значит, начну Белорусы. с Беларуси. Побаиваются, и, видимо, не без оснований. Еще 10 лет назад, если бы кто-то сказал мне, там, вот, есть ли опасность интервенции российской, я за 2 месяца до, значит, Крыма, до Донбасса говорил, конечно, экономическая война, конечно, пиаровская война, но номенклатурная, но не может же быть, какая армия, какой захват. Мне это не помещалось в голову. Да, но с 2014 года, да и до 2014 года был 8-й год в Осетии, да, и до этого была Абхазия. Россия ведет себя как империя. Это слабеющее, конечно, исторически явно ослабевающее, если считать от позднего совка, от Сталина, который владел полумиром. Да, это ослабевающая, но очень еще опасная империя. И опасения не беспочвены. А по счастью, хотя это может ущемить самолюбие, но по счастью, россияне просто мало вспоминают про существование Беларуси, а вспоминают немало, потому что государство и пропаганда государственная российская не навело на резкость эту тему. И антибелорусской пропаганды на телевидении нет. Но если нового крестного батьки нету пока еще. Крестного батьки нового нету. Нет. Но если путинская администрация для своих пиаровских целей, для очередного сплочения, да, для очередного, так сказать, такого пиаровского взлета, укрепления своей власти понадобится новый враг, и выбор пойдет на Беларусь, на предателей, да, славянской дружбы, повернувшись лицом к Западу, и так далее, так далее. Да. В 2 секунды. Белобандеровцы. Да, белобандеровцы и так далее. В 2 секунды, огромным, так сказать, пропагандистским ударом, поскольку подонков на телевидении у нас много, и какая отмашка будет, то и будут говорить, да, в 2 секунды вы станете врагами России. В 2 секунды. Сегодня, по счастью, россиянам просто нет никакого дела до Беларуси, хотя это, может быть, так сказать, ущемит ваше самолюбие, но просто не вспоминают. Россия вспоминает, государственная Россия, администрация Путина обзавелась большим количеством врагов, совершенно необходимых для ее существования. Потому что в мирное время Путин лузер. Если россияне когда-нибудь выйдут из состояния истерики, предвоенной и военной истерики, да, пиаровской, пропагандистской, а посмотрят вокруг, они увидят, что у них обрушена национальная валюта, что у них стагнирует экономика, что они в изоляции на международной арене, что при Путине, да, все деградирует. Были жирные нефтяные годы, как в Саудовской Аравии, да, когда вообще не надо работать, когда просто можно только продавать то, что идет из земли. Да. Они увидят страшную неэффективность, коррупционность и преступность путинского режима. Для того, чтобы россияне не навели глаза на резкость, их надо постоянно держать в состоянии непрерывного изумления, как говорил Салтыков-Щедрин, да, и непрерывной войны. В военное время Путин национальный лидер. Потому что не до экономики, граждане, а Россия в опасности, кругом враги. Обложили все, тут страны Балтии, тут Бандеры, Америка, Европа, все против нас. Мы последние хранители какой-то загадочной духовности. Весь мир против нас, но мы можем повторить, да, вот это вся военная идиотская истерика, рассчитанная на идиотов, которых, впрочем, вдоволь, как везде. Вот. И вот в состоянии военном, предвоенном и околовоенном Путин и может оставаться национальным лидером. Только в этом состоянии. Поэтому, возвращаясь к вопросу, если Украину они истратят и потребуется новый враг, почему не Белоруссия? Легко. Я боюсь прогнозировать. Я совершенно не политолог и ничего не знаю про это. Но то, что как один из вариантов, почему бы нет? Вопрос
мне показалось сначала, может быть, немножко не к вам, но я вспомнил, что в 2006 году вы баллотировались в Государственную Думу. В пятом. В пятом? Ошибся немножко, но все-таки был опыт участия в политических кампаниях. Так, по ходу не собираетесь ли опять вернуться в политику большую? И вопрос от Сергея Плескача. Как работать с пассивным большинством, чтобы привлечь его на свою сторону, и как долго это необходимо делать? Ну, я никогда не ходил в большую политику. Мой поход на выборы в 2005 году, осенью, зимой 2005 года, это был публицистический поступок. Дело в том, что должен был идти Михаил Ходорковский, которого арестовали, и в течение недели Мосгорсуд утвердил приговор для того, чтобы не пустить Михаила Ходорковского на эти выборы. Да? И я, поскольку никто из профессиональных политиков и, так сказать, не пошел на эти выборы, я решил пойти на эти выборы. Это была абсолютно публицистическая история. Я прекрасно понимал, что я не могу победить. Это было уже к 2005 году абсолютно ясно. Против меня был единорос Сергей Говорухин, кинорежиссер. О никаком равенстве ресурсов было нельзя говорить, потому что круглые сутки показывали его фильм, он не вылезал из телевизора, а дворники счищали мои плакатики даже со столбов. То есть, и я занял второе место, набрав 17% голосов, почти 30 тысяч человек за меня проголосовало. Я читал 19, ну... Нет, 27, 26, ну, что, то есть между 26 и 27, это точно. 17%, я имею в виду проценты, а не тысячи. Вот, значит, и это был серьезный результат, но это была публицистика. Это я просто использовал это для возможности разговора, да. И, конечно, политика — это отдельная профессия, и у меня нету никаких талантов к этой профессии. Это отдельная профессия, требующая отдельных талантов. Вот в России сегодня есть Навальный, который, безусловно, человек талантливый. Он талантливый политик, он политик от Бога. Он прирожденный политик. Для этого надо иметь совершенно особенную психику, должен сказать. Поэтому, конечно, я не собираюсь это повторять. Это мне очень дорого обошлось. Если бы я знал, до какой мерзости они дойдут, то, наверное, я бы даже и не решился идти тогда на выборы, но мне это дало, так сказать, новую информацию о стране, в которой я живу. И об уголовных нравах, которые царят наверху, потому что это была чистая уголовщина. Против меня, так сказать, просто сплошные уголовные методы были использованы один за другим. Вторжение в личную жизнь, значит, угрозы семье, ложь, шантаж, все что угодно. Вот. И это мне дало просто много пищи для размышлений. По поводу да, работы с пассивным... Работы. Конечно, нужно. И не надо загадывать о результатах усилий. Это надо делать. Если есть к этому, опять-таки, способности. Потому что это работа, как сказано у Шварца в «Драконе», мелкая, кропотливая, хуже вышивания. Тяжелая работа. Инертность среды. Объяснять надо с азов, с нулей. Многое из того, что нам кажется очевидным, совершенно не очевидно. Да? И надо уметь разговаривать. Это особый дар. Это особый дар убеждения, особый дар политика. Этим надо, конечно, заниматься. Еще один вопрос нашего слушателя. Денис Паршин спрашивает. Только что прочел пост Виктора Анатольевича про ситуацию с Гоголь-центром. Что вообще происходит? С кем сейчас мастера культуры? Прокомментируйте, пожалуйста. Мастера культуры каждый с собой. Мастеров культуры много. Да? От Киркорова до Кирилла Серебренникова. Киркоров с Путиным, Серебренников нет. Поэтому обыскивают не Киркорова, да, а Серебренникова. Вот и все. А то, что государство совершенно охренело, и то, что значит, просто идет абсолютно открытое давление по всему фронту, не только на политиков, да, но и просто на людей культуры. Просто уголовное давление. Но это совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что если искать где-то коррупционеров и людей, которые расхищают значит, народные деньги, то, видимо, это надо делать не в кабинете Кирилла Серебренникова. Я подозреваю, что есть в Москве другие кабинеты, где можно было бы поискать, начиная с кабинета Владимира Владимировича Путина, где поискать коррупционеров. Да? Как-то я не слышал, Кирилл Серебренников блистательный, один из немногих
европейских русских режиссеров, известных по всей Европе, и много и талантливо работающих, да, ему не нужно, да, он зарабатывает деньги своим трудом и талантом. А вот напомню, что все путинские приятели вошли в список Forbes. Да, что-то я не слышал, чтобы Серебренников входил в список Forbes. Так что искать надо где-то в другом месте. Это очевидное давление, это очевидное запугивание, это демонстрация сил и возможностей государства, а также демонстрация того, что они перестали стесняться. Вот это очень важная вещь. Они давно перестали стесняться. Раньше было бы неловко, слишком очевиден политический характер происходящего. Да? А сейчас нет никакой неловкости. Да, говорят они, да, мы подонки, да, мы подлецы. И что? Мы сильнее. Да, они даже не особенно скрывают это. Они просто, так сказать, улыбаются в глаза, говорят, и что ты сделаешь? Что ты сделаешь? В этих обстоятельствах, конечно, очень тяжело оставаться собой. Но я рад, что есть люди, которые остаются собой в этих обстоятельствах. Я думаю, вы следите немножко за событиями в Беларуси. Все-таки публицистика, она как бы требует внимания. Да. Дело патриотов, так называемое, или дело Белого легиона. Вот 16 человек по-прежнему находятся в тюрьме. Кто-то в СИЗО КГБ, кто-то в СИЗО милицейском. Основная претензия – подготовка массовых беспорядков и организация или подготовка незаконного вооруженного формирования. Вот дело вроде бы разваливается, доказательств, как говорят адвокаты и родные, нету, но оно есть, это дело. Вот в авторитарных, я не знаю подробности этого дела, разумеется. Никто не знает. Как минимум не знаю так, как вы, но в авторитарных странах падает качество сыска в том числе, потому что они не утруждают себя, не должны утруждать себя доказательствами. Да, вот прокурор в свободной стране, подконтрольной, где есть независимый надзор, где есть пресса, где есть выборы, да, где ты сегодня прокурор, а завтра не прокурор, и это зависит от смены администрации. А если есть злоупотребление, то есть и гласность на этот случай. Там следственные органы вынуждены работать корректно, да, они должны представить доказательства, конкурентное, соревновательное правосудие. В авторитарных странах такой необходимости нет. Можно просто переписать, выдумать обвинительное заключение, а потом переписать его в суде. Поэтому власть позволяет себе не утруждать себя доказательствами. А что же касается, это разные вещи, подготовка вооруженного восстания и, как вы сказали, там незаконное вооруженное формирование. Нет, это-то понятно. Подготовка массовых беспорядков. Нет, подготовка массовых беспорядков – это вопрос терминологический. Потому что выход свободных людей на улицы в терминологии власти – это массовые беспорядки. Это то, что мы проходим в России в связи с Болотным делом, в связи с митингом 26 числа. Люди реализуют свое записанное в Конституции право на свободу собраний, и выясняется, что они преступники. Значит, это уже вопрос, конечно, просто узурпации власти. Поскольку власть узурпирована и у вас тоже, то выход людей на улицы называется, да, значит, общественными беспорядками. Порядок – это как в морге, когда все лежат холодненькие, с номерками на ноге. Вот так-то идеальный порядок, вполне, так сказать, подходящий Лукашенко и Путину. Вот он хотел бы видеть общественную жизнь такой. Каждый на своей полочке, с номерочком на ноге, никто не шевелится. Это вот порядок. Да? Вот я просто думаю, что есть порядок, просто, если говорить, сравнивать с демократией, то порядок при демократии – это вот смена сезонов. Вот там весна, да, потом лето, осень, зима и новая весна, да, и по-другому, новый цикл, да. Это стабильность, да, сегодня весна, завтра зима, а послезавтра лето. Это и есть стабильность живой жизни. А есть стабильность морга, где все лежит на своих полочках. Это стабильность более желательная для авторитарных властей. Но, повторяю, детей-то в морге оставлять неохота. Очень приятно слушать и разговаривать с Виктором Шендеровичем. Слушаешь и думаешь, такой человек и на свободе, вот как у классиков. Это да? вы знаете что? Я когда порадовался
в кругу моих друзей белорусских, что меня сюда пустили, кто-то сказал, ну это хорошо, хорошо бы еще выпустили. Так что подождем. Да, но, к сожалению, у Виктора Анатольевича мало времени, ему нужно ехать на встречу, поэтому мы будем заканчивать. Прежде чем я задам последний вопрос, завершающий, я хочу напомнить всем, что завтра у Виктора Шендеровича концерт, выступление в концертном зале Минск, 19 часов. Можна усім яшчэ паспець набыць квіткі, і там, я думаю, што задаць усе свае пытанні з тых шматлікіх пытанняў, якія нам прыйшлі, але мы не маем часу іх задаць. И, Виктор Анатольевич, последний вопрос. Все-таки вот что в этой вот ситуации авторитаризмов и в Беларуси, и в России делать белорусам? Ждать, терпеть? Ну вот как мы знаете, как... Белорусы, слушайте, я не такой нахал, чтобы давать советы нациям. Понимаете, белорусы разные. Что делать Лукашенко, это один вопрос, что делать вам, другой вопрос. Но у вас еще какое-то количество десятков миллионов, да? Значит, поэтому нет, одного совета для всех быть не может. Просто надо отдавать себе отчет. Надо отдавать себе отчет в реальности. И тем, кто за Лукашенко, и тем, кто намерен терпеть, и тем, кто не намерен терпеть. Надо отдавать себе отчет в плате. Как в плате за выход на улицы, как в личной плате за борьбу с режимом, так и в плате за неборьбу. Плата за неборьбу тоже последует, просто ее разделят ваши дети и внуки. Ну, хорошо, я переформулирую немножко. Вот вы сказали, 23 года – это еще молодой такой режим. По сравнению с Гвинеей, очень молодой так режим. Сколько ж нам ждать еще? Вот ваш прогноз такой публицистический, астрологический. Нет, слушайте, я не Глоба, хотя иногда путали, поэтому я вам совершенно не скажу, когда там стрелец войдет в дом тельца, там и Лукашенко вас оставит. Нет, этого я не знаю. Я могу только сказать, что чем ближе вы будете приближаться к гвинейским срокам единовластия, тем больше вы будете становиться Гвинеей. И мы тоже. Хотим в Гвинею, в экваториальную, в смысле стабильности, продолжаем жить под теми, упырями, которых нам Бог послал. Не хотим в Гвинею, каждый что-то по своему соображению делает. Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі сёння быў Віктор Шендерович, публіцыст і сатырык. Не магу назваць гумарыст, хотя чорны гумар. Ничего плохого в этом слове нет. І яшчэ раз нагадаю, што у спадара Віктора заўтра канцэрт у канцэртным зале Мінск, 19 гадзінаў. Ён усіх чакае з вашымі незададзенымі сёння пытаннямі. Счастливо, спасибо. Спасибо.